Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Реализации нацпроектов уделяется особое внимание. И одним из направлений является нацпроект «Семья», об одном из региональных проектов которого мы поговорим сегодня с министром культуры и духовного развития республики Афанасием Ноевым. Афанасий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот за последние годы, особенно с началом реализации именно президентских проектов, по укреплению именно инфраструктуры культуры, в Якутии вообще проделана такая масштабная работа. И в рамках именно нацпроекта «Культура», в сельских поселениях появились еще и новые объекты. Что заметно преобразило досуг. Вы еще и были в Усть-Алданском, Амгинском, Хангаласском, других вообще районах. И расскажите немножко, насколько вообще ощутимо изменилась жизнь сельчан, что говорят сами жители, интересно узнать. Какая обратная связь? Именно по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина 2018 года у нас начал работать и реализоваться национальный проект «Культура». И в рамках этого, я только приведу цифры, у нас в 7 районах было построено 9 домов культуры. Так? И да, вы действительно правы в плане того, что я часто посещаю дома культуры, учреждения культуры в районах. И буквально в прошлом месяце я побывал в 6 районах республики. И как пример могу привести работу Дом культуры в селе Тасагар, который был построен по нацпроекту «Культура». И там и глава наслега, и работники культуры, Дома культуры, и жители сами говорят о том, что действительно и увеличилась и посещаемость, и потом увеличилась и много различных мероприятий стали проводить. И, конечно, всех новый Дом культуры, оно вдохновляет жителей. И буквально я в Амгинском районе тоже был в селе Самарсун, где не только по нацпроекту, но и комплексное развитие сельских территорий тоже было поддержано, построен Дом культуры. И тоже я летом побывал, и там полный клуб людей и съемочная группа, которая там расположилась летом снимать фильм новый в Амге. И тоже говорят о том, что действительно благодаря новому зданию, новому оборудованию им тоже удается даже снимать художественные фильмы. Так? У нас с 18 по 25 годы были построены 62 объекта культуры. Это и нацпроект «Культура», и, конечно, при поддержке главы республики Арсения Сергеевича Николаева, правительства республики. И хотелось бы отметить, что в прошлом году мы, завершая нацпроект «Культура» и переходя к национальному проекту «Семья», который продолжает именно и направление культуры, так мы завершили строительство культурного центра в Нижнем Бестяхе, и мы часто там сейчас уже проводим республиканские мероприятия. Я буквально тоже посещаю эти учреждения, посмотрел, как они набирают новые направления работы. И, конечно, главное — это новые объекты, новые здания, новые смыслы работы, новое оборудование. То есть для людей мы создаем комфортные условия и работы, и посещения учреждений культуры. Вы сказали про проект «Семья». Какие мероприятия, вообще учреждения находятся именно в активной фазе именно по этому проекту? В рамках национального проекта «Семья» мы сейчас проводим капитальный ремонт Дома культуры Саргати-Гульгате в городе Покровске. Уже 2-й год, в этом году завершается. И у нас в городе Якутске мы проводим капитальный ремонт большой театра оперы и балета нашей республики. Так, там и зрительный зал, и фойе, все полностью. Сейчас идет именно такая активная фаза работы. И мы проводим капитальный ремонт галереи, картинной галереи имени Афанасия Николаевича Осипова в городе Якутске. Так? И мы не забываем и районы нашей республики. Идет капитальный ремонт краеведческого музея Анабарского района. Потом у нас идет ремонт
музея Крест-Хаджаи в Тампонском районе. Ну и если продолжить в целом работу нацпроекта «Семья», здесь мы создаем новые модельные библиотеки, надо сказать, да. Таким образом, вот в селе Якакит, библиотеки имени Некрасова, в этом году создается модельная библиотека. Такая же работа проводится в селе Чурапча, библиотеки имени Егора Афанасьевича Борисова. Потом у нас обновляется и создается новая модельная библиотека в городе Вилюйске, в Вилюйском районе, поэтому мы в рамках нацпроекта «Семья». Но мы не забываем и поддержку со стороны правительства республики. В этом году 5 модельных библиотек тоже открываются в разных районах при поддержке правительства Республики Саха-Якутия. Афанасий Иванович, а вот еще в проекте особое внимание уделяется именно детям. Вообще, какие мероприятия проводятся для юных жителей республики? Да, это один из ключевых направлений, надо сказать, уделить внимание нашим детям, нашему подрастающему поколению. И в этом плане надо отметить о том, что начиная с 19 по 25 годы мы оснастили 31 детские школы искусств республики. Это именно такая основательная работа для того, чтобы наши дети занимались в детских школах искусств. Так? Мы это продолжим и на следующем году. И здесь я хотел бы отметить, что с этого года в рамках национального проекта «Семья» открылось новое направление. Это открытие новых детских культурно-просветительских центров. И в рамках этого мы принимали участие в конкурсе в российском, да, и у нас в городе Якутске библиотеке номер 6, централизованной городской библиотеки, филиал, так в районе ГРЭС открывается такой центр. Мы недавно посмотрели, ремонтные работы завершены, и сейчас идет оснащение. То же самое проводится в селе Павловск Меганакангаласского улуса. Тоже открывается новый культурно-просветительский центр для детей в Доме народного творчества в Меганакангаласском улусе. Это говорит о том, что мы большое внимание уделяем для того, чтобы наши дети развивались и получили хорошие условия для того, чтобы и читать книги, и проводить различные мероприятия. И, конечно, чтобы эти центры были оснащены новыми оборудованиями, технологиями, чтобы в век цифровизации мы должны детям дать возможность и развиваться в условиях цифрового мира. В этом плане тоже проводится работа. Мы создали по поручению главы республики Арсения Сергеевича Николаева 334 центров детского чтения благодаря работе нашей республиканской центральной библиотеки, так и районных и сельских библиотек. Поэтому мы большое внимание уделяем именно детскому чтению, развитию наших детей, для того, чтобы наши дети выросли, зная свой родной язык, и были культурными, образованными, надо сказать. Вот вы сказали про строительство детских школ искусств. Что насчет нового объекта, который детская школа искусств детская школа музыки, да, имени Босикова? Какая вообще сейчас стадия строительства? По поручению Владимира Владимировича Путина у нас строится вторая очередь высшая школа музыки, которая была основана нашим первым президентом Михаилом Федоровичем Николаевым. И мы очень рады, что именно благодаря президенту Российской Федерации мы получаем новое здание трехэтажное на 240 учащихся, 150 мест именно с интернатом будет для детей. Поэтому все условия для того, чтобы наши дети развивались творчески и чтобы у нас именно росло новое поколение, которое будет прославлять нашу республику, нашу Россию именно в музыкальном искусстве мира, России, нашей республики. Мы гордимся, что наши выпускники Высшей школы музыки
работает в многих учреждениях культуры нашей республики, Российской Федерации. Есть выпускники, которые работают в популярных симфонических оркестрах страны, мира. Поэтому вот то, что поддержал Владимир Владимирович Путин инициативу коллектива нашей республики, это говорит о том, что большое внимание уделяется именно развитию культуры и искусства. И год культуры мы должны завершить строительство именно нового здания, учебного корпуса и интерната Высшей школы музыки. Поэтому это будет одним из ключевых событий этого года, года культуры нашей республики. Афанасий Иванович, а вообще какой главный результат от всей вот этой масштабной работы, да, вот этой деятельности вы ждете вообще к концу этого года, помимо вот строительства? Главное это сделать то, что мы строим, то, что мы ремонтируем, это сделать все лучшее для жителей нашей республики, для того, чтобы наши жители республики, начиная от детей, посещали наши дома культуры, наши библиотеки, детские школы искусств, музеи, чтобы была именно удовлетворенность тем, что вот действительно проводится масштабная работа, чтобы люди наслаждались музыкой, читали много книг, чтобы мы получали именно культурное развитие, чтобы наши артисты, наши работники библиотек давали все возможное, чтобы люди развивались культурно и духовно. Спасибо, Афанасий Иванович, что сегодня к нам пришли в гости. Действительно было интересно, плодотворно. Всего доброго. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.